Проходи. Ох, ну и тяжелые у вас сумки. Куда поставить это? Любой груз становится легче, когда знаешь, куда его несешь. Бросай прямо здесь. Я хочу тебя отблагодарить. Пойдем попьем чаю. Нет, спасибо. Мне надо свои вещи еще разобрать. Я сразу понял, что ты не отсюда. Откуда ты? Я из города. Вчера приехала и над вами поселилась на 3-м. Из города? Угу. Зачем? Вся вода течет туда. Я писатель. У меня творческий застой. Приехала за вдохновением. За вдохновением? Угу. Сюда? Люди сюда приезжают только умирать. Шучу, шучу. Проходи. Нет, мне правда пора. Знаешь, казахи говорят, кунак келді, рысына алып келді. Дұрыс па? Я дурус. Вот поэтому и проходи. Ладно. А как звать тебя? Карина. А вас? Урал. Уралата. Приятно познакомиться. А вы давно здесь живете? Я здесь не живу. Я ребро этого города. Я видел, когда заложили первый кирпич. И, наверное, увижу, как вынут последний. Так о чем пишет такой молодой писатель, как ты? О любви в большом городе? Я пишу о жизни, о справедливости, о людях. Пытаюсь понять, почему они поступают так, а не иначе. О справедливости? Какая ты милая, а? Ты приехала в самое неподходящее место для этого. Вы считаете, что ее здесь нет? Она есть. Но она, как правда, у каждого своя. А что, по-твоему, есть справедливость? Справедливость – это баланс. Когда поступки имеют равные последствия для всех. Когда закон защищает слабого от сильного. Закон – это только поводок, который придумали сильные, чтобы управлять слабыми. Вы в это верите? Я в это не верю. Я это вижу. Каждый день. Зачем ты приехала именно сюда? Я ищу истории. Мне говорили, что здесь, в Сарыарке, они лежат прямо на улицах. Какая глупость, а? Хорошие истории не валяются на улицах. Они хранятся здесь. Мне кажется, вы видели многое и можете рассказать кучу таких историй. Да, видел. Я видел, как этот город менялся. Как менялись люди. Как простые люди ломались. И видел последствия, когда они вставали. И каратель был одним из них. Каратель? Я думала, это городская легенда. Для кого-то это легенда, а для кого-то это последнее, что он видел в своей жизни. А вы его знали? Каким он был? Был ли он добрым? Мне ужасно интересно. Как у казахов говорят,
Қонақта сөзбен тойғыза алмасын? Ну что ж, для такой истории нужно что-то покрепче чая. Ну, так каким он был? Он не был добрым. Но иногда недобрые люди могут сделать мир чище. Был в нашем городе судья. И он считал себя хозяином города. Он так яростно боролся с нечистью, что даже не заметил, что стал ее главным чудовищем. И судья думал, что он поступал правильно до той самой ночи. Что значит не готово? Ты охренел, что ли? Значит так, поднимаешь свою жопу и приезжаешь сюда через 5 минут с готовыми документами. Иначе боль из моей башки быстро перетечет в твою задницу. Мудак. Берут всякую шушерь, мучайся потом с ними. Одно левое движение зарежу, как свинью. Что вам нужно? Возьмите все, что хотите. Только не убивайте, пожалуйста. Закрыть пасть. Езжай. Кто вы такой? Зачем вы меня тут заперли? Имейте в виду, у вас будут проблемы очень серьезные. Помнишь его? Да, я судил его несколько лет назад. По-твоему, это был суд, когда все доказательства были собраны, вина доказана, а ты отпускаешь его на свободу. Все было по закону. Там не было состава преступления. У меня не было другого выхода. Давай так. Ты скажешь правду и будешь жить. Обманешь, я твои кишки наружу выпущу. Хорошо, хорошо, хорошо. Я все скажу. Говори. За него просили очень серьезные люди. У меня не было другого выхода. Сколько? И я предупреждал. 10 миллионов. 10 миллионов за то, чтобы насильник и убийца гулял на свободе? Ну, не убийца, он не убивал никого. Ну, так просто девчонку изнасиловал. И все. Месяц назад
он изнасиловал еще 2 16-летних девочек. Одна из них вышла в окно. Хорошо. Я обещаю, я сделаю все, что от меня зависит, и он сядет надолго. Только отпустите меня, пожалуйста. Ему это уже не поможет. Ты не увидел состава преступления? За это я лишу тебя глаз. Я избавлю тебя от твоих грязных рук, чтобы ты не мог брать больше взятки. Но оставлю твой язык, чтобы ты передал другим. Я приду за каждым. И что с ним стало? С карателем? Его нашли? Нашли. Карина, ты все еще мыслишь как писатель. Тебе нужен финал, чтобы зло было наказано и каждый получил по заслугам. Дело не в этом. Дело в справедливости, о которой мы говорили. Судья был злом, но и каратель, получается, не был святым. Ты опять за свое. Ты пытаешься взвесить их на весах. Да какая разница, кто победил? В их войне просто победил тот, у кого нож оказался острее. Это просто цинично. Ну вот что отличает карателя от чудовища? Карина, ты сама искала больших чудовищ, громких. Ты думаешь, зло – это то, что стреляет и убивает? Ты ошибаешься. Самые страшные чудовища – это тихие. Они не носят масок. Они живут в квартире этажом выше, улыбаются тебе при встрече. И они очень привередливы к еде. Алло, мам, қалайсыздар? Жақсы бәріміз де. Я ол жұмыста. Жоқ, ішпейді, мам. Ішпеймін деп сөз берді ғой. Мам, шынымды айтып жатырмын. Ішпейді. Уайымдамашы. Жоқ, тиіспейді маған. Білмеймін, жұмысты босанып алайыншы, сосын көреміз. Мүмкін басқасымен ауысам ба. Мам, қазір Әсет келеді жұмыстан. Тамақ дайын емес. Сізге кейін хабарласайыншы, иә?
Келдің ба? Қалайсың? Шаршамадың ба? Нормально. Тамақ дайын ба? Голодный, как собака, собственные яйца сожрал. Иә, дайын. Жүр ішек. Қазір ондай. Тағы тауық па? Тауықтан басқа бірдеңе істеп білесің бе сен? Кеше өзің айттың ғой тауықтан істеді. Істегенің дұрыстап істесейші. Мынау не? Қып-құрғақ. Тұзын бүкіл казарма қосқандай беріпсің. Жрать невозможно. Арақтан қойшы, хоть запьем это. Жүзбей-ақ қойшы, Әсет. Сен маған уәде бердің ғой. Сен қашан нормально дайындап үйренесің, сол кезде қояды. Ертең демалыс менде. Мейді жыртпай қойшы. Даже арақпен де өтпейді ғой. Надо. На тебя. Одного не повезло. Сколько за всеми стоит? Әсет болмайды, қойшы. Болмайды. Супружеский долг, да? Әсет болмайды, дәрігер айтты ғой, болмайды деп қойшы. Сен дәрігер емес, медсестрасың ғой жай. Ой, не керім тұқ болдың ба?
Енді ұмытпайтын боласың. Түсіндің ба? Тұр ғана. Жан, ояншы. Жан, тұр. А? Саған таңғы ас дайындадым. Saat неше болды? Басым алып бара тұр. Завтрак в постель? Ненің құрметіне? Енді демалыс қой. Сен де кеше шаршадың. Сен еркелеткің кел. Басым қатты ауырып отыр. Еще что-то белден төмен, как будто онемело все. Енді өлгенше ішкен соң сондай болады. Қан тамырлары дұрыс жұмыс жасамайды. Сен одан да ыстық тамақ жеш. Сен үшін тырыстым. Шынымен дәмді екен. Жаман емес. Бір түнде дайындап үйреніпсің ғой тамақты. Түндегі сиқырлы шапалақ жақсы әсер еткен сияқты ол. Мен түнімен, сука, күнімен үйде жұмыста жүрмін. Сен болса... Иә. Солай шығар тұрсын. Өте әдемді. Айғайлама! Адам айтқан тыңдасайшы. Мен сен күйеуің емеспін бе? Айқайлама деймін. Енді айтқан тыңдайтын болсын, түсіндің ба деймін сен? Ненің етіне істегенсің? Тауықтікіне ұқсамайды ол. Бұл деликатес. Ә?
әке-шешең қайта жібере мен на дыбу. Ішінде балам туа алмай қаласыңдар. Сен кеше өзің айттың ғой. Готов сожрать собственные яйца. Пропофол и диклофенак в ампулах. 2 шприца. Алло, мам. Біздің мекенжайға жедел жәрдем шақырыңызшы. Ода бәрі дұрыс. Бірақ менде тағы да выкидыш болған сияқты. Это ужасно. У вас что тут, все сами себе судьи? Карина, ты ищешь вдохновение, а я тебе даю жизнь. Тебе не понравился каратель, потому что он хаос. Тебе не понравилось это, потому что здесь нет благородства. Да при чем тут... А вот почему она не ушла от него? Почему не обратилась в полицию? Полицию? Ты еще веришь в эти сказки о справедливости? Это не сказки, это закон. И для этого он и существует. За порогом любой квартиры есть свой закон и свои правила. И в этой квартире он был властью. И он был судьей. Вы думаете, у нее не было выбора? Выбор есть всегда. И она сделала свой. Да, эта история оставляет послевкусие. Выпьешь? Нет, я не пью. Ни алкоголь, ничего другое? А что вы имеете в виду под другое? Ну, я не знаю. Чем сейчас молодежь увлекается? А, вы про наркотики? Нет, я против всего этого. Это яд общества. Яд общества. Какие правильные слова. Ты мыслишь, как он. Как кто? Один парень. Муха. Спортсмен. Он верил, что его справедливость очистить улицу от этого яда. Однажды он поймал на своей территории барыгу Яшу и избил его, да так, что тот потерял глаз. Муха решил, что очистил район. И забыл. А Яша не забыл. Он ждал. И вот год спустя
Они встретились снова. И Муха понял, что пришло время платить по счету. О, Муха, салам. Что-то мы с тобой не с той ноги начали. Че ты мычишь, блядина? Я же тебя, сука, сейчас зрения лишать буду. Подравняться только надо. Я ж цепани, а то ломать начинает. Погодь. Здесь всем хватит. На, держи. Как говорится, сделал дело, пули смело. Вот скажи мне, Муха, я тебе что плохого сделал? Я же ведь никого силой не заставлял. Они сами все ко мне приходили. Не я, так другой. Я, можно сказать, людям счастье приносил. А ты его у них отобрал. И кто из нас после этого мразь, а? И это ты называешь злом? Это билет в рай. Билет в неведомый мир истины. А знаешь что? Я хочу, чтобы ты его познал. Прочувствовал. Увидел, так сказать, прежде чем лишишься зрения. Да не дергайся ты, мразь, хуже будет. Еще раз увижу, второго глаза лишишься.
Просто какой-то замкнутый круг. Бесконечная мясорубка. Вся эта жестокость. Жестокость? Да. Она громкая. Кровь, крики, месть. Это то, что вы, писатели, любите. Драма, конфликт, зрелищность. Ну при чем тут зрелищность? Да просто глупо, бессмысленно. Один выбил глаз, другой отомстил. А ради чего? Ради понятий? Ты права. Это театр для дураков. Они думают, что борются за справедливость, а на самом деле они меняются ролями. Палач – жертва. Завтра – наоборот. А теперь представь, что бывает, когда зло еще и лишено всякого смысла. Когда нет ни мести, ни злости, ни понятия. А что вы имеете в виду? Самое страшное зло – тихое. То, которое нельзя ни ударить, ни поймать. То, которое просто есть. Оно не приходит с ножом. Оно рождается внутри тебя. Болезнь? Тихий вор. Он сидит в тебе и потихонечку съедает тебя изнутри. Ты улыбаешься, мечтаешь, а внутри пусто. Мир вокруг тебя остается прежним, а ты в нем чужая. Еще один день, и каждый из них кажется таким коротким, но в то же время таким бесконечным, как будто жизнь — это не прямая линия, а запутанный лабиринт, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются. Жизнь — это не просто набор событий, это палитра эмоций, калейдоскоп встреч и расставаний, симфония радости и печали. И все это проносится мимо, как будто смотришь фильм на перемотке. Мы можем лишь пытаться удержать ускользающие мгновения в памяти, но они все равно туснеют, как старые фотографии. Любовь, дружба, семья. Разве это не то, что придает жизни смысл? Но как часто мы позволяем суете, обидам и страхом разлучить нас с теми, кто нам дорог? Еще один день. Какой сегодня день? Интересно, каким он будет? Это болезнь. Она словно крадет куски моей жизни, мои мечты. Но я сильная. Я справлюсь. Мама и папа, они так переживают за меня. Иногда мне кажется, что я причиняю им боль своей болезнью. Но я знаю, они любят меня. Они всегда рядом, поддерживают. Надеюсь, они гордятся мной, той, которой я стану, когда выздоровлю. Если бы не эта болезнь, я бы сейчас меньше их беспокоила. Когда я выздоровлю. О, сколько всего я сделаю. Поступлю в университет, стану, может быть, журналистом или фотографом. Увижу мир своими глазами, а не через картинки в книгах. Если бы не эта болезнь, я бы уж вовсю готовилась к экзаменам. Но из-за этих таблеток у меня в голове сплошной туман. Доброе утро. Ты уже проснулась? Держи. Пора принимать лекарства.
Это, наверное, моя новая сиделка. Они меняются так часто, что я не успеваю запоминать их имена. И снова эти лекарства. Такое чувство, будто от них мне становится еще хуже. Постоянно хочется спать. Но мама говорит, что они помогут мне быстрее восстановиться. А как вас зовут? Я Жанара. А ты помнишь, какой сегодня день? Какой сегодня день? Сегодня особенный день. Особенный? День, когда все мои мечты начнут сбываться? День моего выздоровления? День твоего рождения. Ах да, из-за этих таблеток я все забыла. Значит, я сегодня увижу своих родителей, друзей и, скорее всего, Алана. Сегодня придут гости, поэтому я подготовила для тебя платье. М? Как тебе? Нравится? Красивые. Его только погладить нужно. Я бы могла сама погладить. Да не стоит. Мне сложно. Хоть родители наняли вас присматривать за мной, но я же ведь не парализована. Тебе нельзя много двигаться. Я лучше сама все сделаю. Как скажете. А у вас есть дети? Да, сын и дочь. А сколько им лет? 14 и 11. А муж у вас хороший? Ну, я не жалуюсь. Мой будущий муж Алан. Он тоже хороший. Я вас познакомлю сегодня. Хорошо. А знаете, вы мне нравитесь. Надеюсь, вы задержитесь на этом месте. Предыдущая сиделка мне совсем не нравилась. Она мне запрещала есть мое любимое мороженое. И что с ней стало? Ее уволили. Она была воровкой. Выносила из дома все ценности. Благо, я ее разоблачила. Вы не такая. Ладно, пора завтракать. Красивое платье. В таком платье будет не стыдно показаться на глаза всем моим близким. Думаю, Алану понравится. Какое красивое платье. Алану точно понравится. Интересно, а он точно придет сегодня? Ведь он любит меня, и я люблю его. Наша любовь особенная. Когда мы поженимся, мы будем понимать друг друга без слов, поддерживать во всем. Вместе пройдем через трудности, построим наш собственный мир, наполненный счастьем и смехом. Если б не эта болезнь, мы бы уже планировали наше первое совместное лето. Что-то я устала. От этих таблеток постоянно хочется спать. Вздрю-ка я, пока гости не пришли. Не хочу выглядеть уставшей перед ними.
Ну как? Тебе нравится? Да, очень. Ну все, ты готова? Пойдем? И да, у нас полностью этих уже убирают. Извините. Ну да. Наконец-то 18. Все здесь. Мама, папа. И Алан наверняка тоже. Я так волнуюсь знакомить его с родителями. Надеюсь, они поймут, насколько он мне дорог. Какие добрые лица. Но кто это? Я их не узнаю. Где мама? Где папа? А Алан? С днем рождения, мам. Время. Вот самый безжалостный режиссер. Она не дает нам передышки. Не позволяет вернуться назад или заглянуть вперед. С днем рождения вас. Долгих лет вам, долгих лет жизни вам. Желаю вам долгих и счастливых лет жизни, чтобы вы всегда были рады. Мы вас очень любим. Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. С днем рождения вас, желаю счастливой вам жизни, долгой жизни. Желаем вам счастья, долгих лет. Мы вас обнимаем, любим, ценим ваши волосаки. Крепко обнимаем вам. Спасибо. Все хорошо? Ты не устала? Все хорошо. Когда придет моя мама с папой? Это самое страшное. Почему? Потому что от этого не уйти. От карателя можно убежать, от мужа-тирана можно уйти, от пацанов спрятаться, от этого не убежишь. Все, что я тебе рассказал сегодня, это зло человеческое, понятное. А разве есть какое-то другое? О, дитя большого города. Ты приехала в Сарыарка, в сердце степи. Ты думаешь, мы боимся только продажных судей и больных стариков? Есть ужас первобытный. То, чего боялись наши предки. И чего же? Врага, который мог забрать не только твои земли,
но и твою душу. Враг, но он пришел, как саранча, и поглотил земли его предков. Он принес ужас, от которого стынет кровь, и голод, что острее лезвия. Они забирали все: скот, зерно и даже надежду. И чтобы найти хоть немного еды для своей семьи, ему приходилось уходить все дальше и дальше от родного аула. И с каждым днем путь домой становился все опаснее. Но мысль о жене и сыне гнала его вперед.
Ну вот и все. Кызым, что-то я устал. Время позднее. Мне пора уже ложиться. Да, конечно, Ата. Спасибо вам, Уралата. А можно я к вам еще завтра зайду? А я думал, тебе не нравятся мои истории. Знаете, как говорится, без горечи, детки, сладость пресна. Хорошо сказано. Я запомню. А так, заходи, конечно. Истории никуда не денутся. Доброе утро, Уралата. Я вам вот щельпеки нажарила. Здравствуйте. А вам кого? Здравствуйте, меня зовут Карина. Мы с Уралата вчера говорили. Он разные истории рассказывал. Уралата, вы меня разве не помните? Понятно. Карина, меня зовут Алма. Я внучка Уралата. Я думаю, что он вас не вспомнит. Почему? У него алкогольный паралич. Знала, что нельзя его одного оставлять. Это болезнь такая. Когда человек много пьет, у него начинаются пробелы в памяти. И он пытается это заполнить разными историями. Ему пить нельзя. Понимаете? Так что я боюсь, что все, что вы слышали от него, это не более чем полет его больной фантазии. Понятно. Зайдите. Нет, мне пора. Это вам. До свидания. Благодарю. Карина, вы не расстраивайтесь так. Как говорил мой Аташка, без горечи, детки, сладость пресна. Ата, пойдемте чай пить.